Здравствуйте. В эфире еженедельное интервью главы Ингушетии Юнусбека Евкурова. Юнусбек Ангереевич, Клашин. Начнем с итогового заседания Министерства по делам Северного Кавказа, где вы говорили об общих показателях социально-экономического развития региона. Как оценили на заседании все те положительные изменения в регионе? Мы обсуждали чисто вопросы и доклады именно деятельности самого министерства, итоги деятельности самого министерства. Ну и, конечно, выступая каждый глава региона, в частности, затронул в том числе те позитивные в социально-экономическом плане изменения, которые происходят в субъектах, в том числе с помощью Министерства по делам Северного Кавказа. Да, сегодня есть хорошие перспективы, хорошая оценка, в том числе и министерством, той работы, которую мы делаем и совместно, и те проекты, которые мы реализуем без самого министерства. Такие проекты тоже существуют. Но самое главное, мы там получили поддержку перспективы на 18-19, в том числе та программа по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа до 22-25 года включительно, где каждый год республика будет получать не только социально важные объекты, но и экономические. В том числе благодаря поддержке Минкавказа мы уже ввели в строй первый этап алюминиевых профилей, завод, предприятие. И сейчас начинается уже розыгрыш конкурса на второй этап. В этом году начинается еще один новый проект по поддержке экономически важного потенциала. Продолжается поддержка птицекомплекса «Южный». То есть каждый год выделяется для поддержания этих проектов до 500 миллионов рублей всем регионам, в том числе и Ингушетии. Поэтому, конечно, мы обсудили и эти проекты. Ну и самое главное, мы все главы оценили деятельность Министерства по делам Северного Кавказа как позитивную, так как мы последние буквально 2 года уже наладили такое хорошее, тесное рабочее взаимодействие в этом плане и намерены дальше его укреплять. Затронем тему промышленности. 17 апреля с министром по делам Северного Кавказа вы открыли вторую очередь завода алюминиевых профилей «Риак». Вот теперь, уже работая на полную мощность, какие возможности у завода? У завода хорошие возможности, хорошие перспективы. И если изначально там до 20 тысяч тонн, то сегодня уже там до 40 тысяч тонн. Но самое главное, что инвестор, он рабочий. Он уже давно этим занимался в приспособленных помещениях, занимался в арендуемых помещениях. Это вот как раз то предприятие, тот пример, который для всех должен быть там интересно, что кто хочет, тот получает поддержку, тот работает. Поэтому там хозяин и руководитель проекта Тумгоев Магомед, он реально в хорошем смысле слова больной на этом проекте. Там есть ряд других его проектов, которых хочет он расширить. И я уверен, что этот проект будет иметь такое хорошее продолжение. В том числе, как один из единственных проектов, такого мощных проектов по алюминиевым профилям в регионе. Ну и плюс интеграция, то, что требует и президент страны, и правительство, и министр по делам Северного Кавказа. Интеграция продукции в регионы. Не зацикливаться на одном регионе, а чтобы был товарооборот между регионами в этом плане. Потом перспективы хорошие, и созданы рабочие места, люди работают, устойчиво работают. Там в своем большинстве специалисты с города Назрани. Почему? Потому что арендуемое помещение было в Назрани, и ребята в основном работали с Назрани. Но сегодня на втором этапе, на третьем этапе я дал поручение, чтобы все-таки подбирать молодых ребят с Али-Юрта, так как он находится в зоне промышленной Али-Юртовской, и научить их, обучить, и чтобы ребята, жители Али-Юрта, получали уже больше рабочих мест на этом предприятии. В продолжение темы промышленности. Индекс промышленного производства в республике по итогам 2017 года составил почти 116%. Тем самым мы вышли на 2-е место по СКФО. Об этом и не только в своем докладе вы говорили на итоговой коллегии Минпромторга России.
Какую оценку нам дали вот на этой встрече? Ну, во-первых, мы хорошие показатели имеем. Мы, если вторые по округу, то седьмые по стране по росту индекса по темпам роста индекса промышленного производства. Это благодаря хорошей работе и завода полимерных труб. Это благодаря хорошей работе завода по радиаторам и другим предприятиям. Но при этом поверхностная проверка показала, что у нас много провальных вещей, где работа сделана, продукция есть, но в целом комитет по промышленности, который провалил эту работу, не смог эти результаты еще выше поднять. То есть реально есть показать еще больше даже, что сделано. Такая же ситуация у нас была там по линии агропромышленного комплекса. Я буквально на днях там делал очень серьезное замечание министру и целому блоку агропромышленного комплекса правительства. Когда у нас индекс сельхозпроизводства упал по сравнению с прошлым годом, вышел только на уровень 91%. И прикрывается тем, что была засуха. При этом, посещая агрокомплекс «Атлас», Инкагро, мы видим тепличный. По докладу там мы понимаем, что в 2017 году 2 урожая с этих теплиц собрали. При этом на вопрос, а сколько тонн вы собрали урожай, а где это зафиксировано, этого нет. То есть получается, что большой объем произведенной сельхозпродукции, оно нигде не учитывалось, не учитывается. И министерство со своей командой даже не боятся жесткой оценки в этом плане. Они спокойно идут на то, чтобы снизить индекс сельхозпроизводства. Здесь тоже было сделано очень серьезное замечание, дано поручение. Поэтому здесь вот по-разному, если подходить, то мы сегодня очень много производим в республике. И индексы должны быть хорошие, рабочие индексы. Но когда некоторые руководители не контролируют должным образом вот это направление, не следят ежеквартально за ростом или снижением и в ручном режиме не управляют этим процессом, конечно, происходит провал, как я только что сказал, как в индексе сельхозпроизводства. Потом будем выправлять ситуацию, будем разбираться. А так, в целом, по индексу промышленного производства, я еще раз говорю, у нас потенциал хороший. Он может быть там в этом году и на том же уровне остаться. Он может быть там и меньше, или 105%, или 102%, или 107%. То есть какой-то процент должен быть. Но уж ниже 100 он точно не будет. Почему? Потому что такой рывок, как сделан там вот этими 2 предприятиями, он в этом году, скорее всего, не ожидается. Но при этом те предприятия, которые мы открыли, и завод по сухим смесям Карабулаке, и алюминиевые профили в Вали-Юрте, и ряд других предприятий, которые мы откроем в этом году, они, скорее всего, если правильно учитывать выпускаемую продукцию, и в том числе и оборотный потенциал, который наращивается у завода по радиаторам, то мы можем увидеть, что мы на уровне 115-114% можем выдержать или удержать вот эту планку. А какие еще объекты планируется в республике построить именно в рамках? Они строятся. Мы буквально на днях открываем очень хороший завод, который построен кирпичный, или он модернизация этого завода, там полностью германское оборудование. И производимый там кирпич, он на порядок там лучше, чем в целом в регионах России и на уровне европейского стандарта. Это в Нестеровке кирпичный завод. Мы его будем там сейчас после реконструкции, модернизации открывать. И таких предприятий много, которые мы будем открывать, и которые вложены в том числе инвестиционные средства. Тот же проект, который реализуется при поддержке ряда, в том числе и государственных учреждений, направлений, в том числе банковской сферы, это и строймаркет, который на Обегу строится. Это мощное предприятие, в том числе со своим производством. Там не только там и торгово-развлекательный комплекс, там, ну и так далее. А там еще есть целый механизм производства своего, производить и сразу же реализовывать. Это стройиндустрия целая. И это тоже предприятие, тоже создать порядка там 200 рабочих мест.
То есть много еще чего открывается. Здесь больше надо людям, которые хотят работать. Я, кстати, по рабочим местам тоже хочу сказать. Да, первый этап, второй этап. Вот есть такой круговорот движения. Это что мешает тоже самой работе предприятия, когда люди приходят на определенную зарплату, то ли это 15 тысяч, то ли это 20 тысяч рублей, а потом не хотят дальше работать, придумывают 1000 причин, чтобы вот я на предприятиях, открываю эти предприятия, то я слышу, в том числе от директоров, то похороны, то свадьбы, то еще что-то. Постоянно пытаются свои личные вещи втянуть в вот это и не приходить на работу. Постоянная привычка опаздывать на работу. Или раньше времени уходить на работу. Или же еще одна тема такая больная из религиозного там обряда, молитвы, делать целый ритуал, показушный ритуал. То есть обеденная молитва или там, послеобеденная молитва. Ну иди помолись там, тихо там, сколько там нужно, 5 минут времени тебе помолиться. Нет, ему надо целый час. Он начинает рассказывать. Ты мне на работе находишься, все в оку. Директор ему пытается объяснить, что ты не в медресе, не в исламском университете, на работе. У тебя есть время обеда. Ну тогда хабиб был ну, не прикрывайся этими на работе. Я не могу из-за тебя план выполнить. Так, если хочешь, да, пока ты ламы здесь волишь, когда же волишь, в положенное время, здесь ног мочит сага, но опять же не в положенное время прикрываться здесь, а здесь ходишь, но опять же начинаются вот потягушки. Ламы здесь, начинается, каждый начинает себя прикрыть. А все почему? Потому что человек не ориентируется, куда он попал. То ли на работу пришел, зарабатывать деньги. Да, алхастам баксулин, Бог мохтики олыш. Алпи долж, жирус, это. Да, я хочу парать Боби. То ли он пытается, ищет в момент, когда ламас хахателец. Директор его карьера, может, за полчаса до молитвы уйдет. И через полчаса после уже перерыва приходит. То есть 1,5-2 часа забирает. План производственный, хамадить, Бог мдить, каждый сам. В этом вопросе тоже надо молодежи понимать, если вы идете работать, то идите осознанно, что вы идете работать. Понятное дело, что ни в одном предприятии никто не запрещает, дал хостам, там, ламас, ламас, кардахмотики, все есть условия. Все условия есть. Обед хаоти или ламас хаоти, ламас по очереди, чтобы производство не останавливалось. Что не может там линия из-за тебя остановиться. Ну, не бывает так. Поэтому и второе, конечно, я попросил бы все-таки молодежь быть более усидчивым. В одно место, второе место, третье место. Бог мог я вспоминал, там постоянно жалуются, что нет работы. Но при этом тоже не могут себя найти. Здесь тоже тема. И плюс еще одно поручение, которое я дал. Все вот эти директора предприятий, которые сейчас строятся, которые будут строиться, которые построены, они должны подписать соглашение со всеми нашими колледжами по подготовке для них, уже подготовка специалистов. И Б – это переквалификация тех людей, которые там уже у них работают. Потому что у нас это возможность сделать там довольно хорошей учебно-материальной базе. И это тоже очень важно для профессионального мастерства, для соблюдения требований безопасности, ну и для других вещей. Ну и плюс рабочие места для тех ребят, которые и не только рабочие места, но и стимул для них. Почему? Потому что представители этих предприятий должны ездить, смотреть и лучших для себя отбирать. И для молодых ребят, которые учатся в колледжах, это тоже стимул, чтобы они лучше учились, осваивали свои профессии. С министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым вы посетили строящуюся в Назране школу на 1500 мест. Объект называют «Школа Гигант» и действительно с гигантским оснащением по последнему слову техники. Такие объекты еще будут построены в республике? Да, они строятся и будут построены. Мы в этом году начинаем порядка 8 школ и большое количество детских садов. Да? Это если по социальным проектам. Мы начинаем строительство 8 домов культуры в этом году. И где-то 6 или 5 домов культуры реконструкции. То есть
объемная, масштабная работа по социалке идет, в том числе и объекты спортивного содержания. Мы должны завершить бассейн в Назрани, завершить ФОК в Сагапшах, начать строительство 3 ФОКов. То есть много объектов и по объектам культуры, по всем направлениям. И школа «Гигант», как вы его назвали, на 1500 мест за каналом, не исключение. Он уже готов. Там осталось только оборудовать. И эту школу, и школу, которая построена, тоже готова полностью. Это в Малгобеке на 704 места. Ну и ряд других школ в том числе. И там разные мнения есть, почему такую большую школу построили за каналом. Я еще раз там для жителей хочу пояснить. Это Гамурзиевский административный округ за каналом. Земли розданы еще лет 20 назад. Люди туда не заселяются принципиально только от того, что нет социальной инфраструктуры, ни школ, ни садиков. Там сейчас построена школа. В этом году до Лендали начинаем там строительство детского садика. И задача такая, за счет, мы посчитали, сколько участков роздано там, и на ближайшие как минимум 5 лет мы там тогда обеспечиваем в одну смену именно работу этой школы и детского садика. И в этом случае, конечно, нам важно, чтобы люди побыстрее заселились, обустроились, построились. И почему? Потому что это неразвитая инфраструктура, она тоже дает знать. Мы под эту новостройку заложили в том числе и газификацию, в том числе и в следующем году начинаем там и дорожные, там, или другие работы, чтобы инфраструктуру создать. Я думаю, что благодаря этой школе и начало строительства садика больше людей туда будут уже заезжать и обустраиваться. А с кадрами не возникнут там проблемы с преподавателями? С кадрами тоже нет проблем. Почему? Потому что, как я уже говорил, там и переквалификация. У нас был перебор с педагогами в разных школах, поэтому перемещение туда. Ряд профессий, да, могут быть проблемы, но мы будем, наверное, заимствовать и на полставки педагоги будут работать в 2 или 3 школах, чтобы охватить этих детей. А так, конечно, все больше и больше Министерство образования сегодня должно уделять внимание на именно подготовку педагогов для того, чтобы и школы новые укомплектовать, а мы много строим новых школ, и дошкольные учреждения. Специалисты Федерального медико-биологического агентства совместно с ингушскими врачами в ходе масштабной диспансеризации обследовали более 10 тысяч жителей республики и привили более 1000 человек, в том числе и детей. У нас есть возможность чаще проводить такие обследования? Мне приятно, что более 90% диагнозов, которые ставили наши врачи, они подтвердились. Это хороший процент. Это показатель для нас, для жителей республики, что нашим врачам можно доверять, и наши врачи не менее профессиональны в этом деле. В том числе не только диагнозы, но и проведенный курс лечения. То есть это очень такой хорошие проценты в масштабах страны в том числе. Это раз. Второе, для таких агентств или таких масштабных мероприятий, конечно, в год 2-3 раза такие мероприятия проводить не получится. Мы можем это проводить раз в 3 года, такие мероприятия. У нас такая договоренность есть. Я думаю, что мы после вот этих мероприятий подпишем соглашение с руководством Федерального агентства. И раз в 3 года вот такие мероприятия будем планировать в республике. Это важно для того, чтобы, во-первых, людям дать тоже возможность по-новому подойти на доверие к врачам и по отношению к своему здоровью, забота о своем здоровье. Потому что когда я посещал ряд пунктов, где проходят обследования наших жителей, и старшие, и средние жители говорят, что не ходили, но не ходили от того, что не доверяют нашим врачам. А вот теперь пошли, потому что приехали москвичи. Но это тоже имеет место быть, и в Хабаровске, и в Иваново, или в других субъектах тоже такое бывает. Когда с Москвы кто-то приезжает, больше люди верят там не местному, а приезжему. Так уж принято, практика, человеческий фактор. Но, тем не менее, они рады и сами говорят, мы так довольны тем, что диагноз, который мне поставили наши врачи, он подтвердился, лечение правильно, то есть я больше начал верить своим врачам. То есть здесь плюсов намного больше, чем
понятно, что минусы. Минусы, да, когда человек узнает о том, что, оказывается, он болеет. И для него это минус. Почему? Потому что он до этого не знал и жил спокойно, не думая о болезни. А теперь для него минус в том, что он уже беспокоится, как вылечить свою болезнь. А плюс в том, что все-таки он узнал об этом и до критического состояния дошел. И сейчас уже в его силах, там, как он из этого состояния выйдет. Ну и с помощью врачей, конечно. Я благодарен сегодня всем врачам, которые здесь работают, благодарен жителям, которые живо откликнулись на это, и жителям, которые, ну, мне приятно, и врачи тоже об этом говорят, когда, ну, приходят там просто от души, хотят подарить там что-то такое, там, или варенье, или банку огурцов, или чем-то. Это внимание оказать врачам. Это тоже важно. Почему? Потому что эти люди, которые приехали врачи, они ездят по всем регионам, они потом сравнивают, как было, какое внимание. И у врачей самих такое хорошие отзывы о наших гражданах, о людях. Ну и, конечно, вот это внимание людей само, оно тоже дорогого стоит. Поэтому в этом плане нашим жителям тоже спасибо, что они такое, с пониманием, что это люди приехали, смотрят на республику. Они объехали всю республику, пошли, вот на днях заканчивают работу. И особо спасибо тем, которые доверились врачам и начали прививать своих детей. Ну и, пользуясь случаем, не могу это не сказать, тем мамам, которые не доверяют привитию детей, ну, просто еще раз повторяю, возьмете огромный грех на душу. Рано или поздно вы получите обратно, но тем не менее получите обратный эффект от этого. Поэтому не придумывайте сказки, не опирайтесь на народную так называемую медицину, уберите с головы те слова, которые там типа «хадас», «диадас», «хадай», «бярапаш». Уберите это все. А времена меняются, жизнь меняется. И если из поколения в поколение дети были здоровы, это не значит, что там на 5-м поколении дети могут быть дальше быть здоровыми. Ну, жизнь меняет, даже продукты питания другие уже. Поэтому надо прислушиваться, и прививки, они сделаны в масштабах государства. Если бы это было бы преступление против детей, ну, ни одно государство это не пропустило бы. Ну, мир этим пользуется. Поэтому воспользуйтесь этим направлением. По крайней мере, вреда это ребенку не принесет, а помощь будет. Почему? Потому что эта прививка может предостеречь ребенка от страшных заболеваний. Наступает время совершения хаджа. Саудовская Аравия ввела новые требования. В частности, россияне должны успеть подать заявки до 10 июня и оформить электронные визы. Как вы считаете, вот эти новые требования усложнят паломникам процесс совершения хаджа? Да, конечно, они уже усложняют. Почему? Потому что все привыкли к каким-то вещам. Да, там процент раньше там руководитель по хаджу там доводил до людей, налоговый сбор, второй, третий, четвертый выезжающий. Там определенное новшество вводит руководство Королевства Саудовской Аравии по ряду причин, в том числе причины большого количества людей. И когда они смотрят там по данным, что люди приезжают, там, многие приезжают по 3-му, по 4-му, по 5-му разу и более, то они пытаются хотя бы за счет тех, кто уже был, или налоговый сбор поднять и этим самым каким-то образом минимизировать посещение там, такого там, многократного посещения и этим самым сбавить количество паломников, или же дать возможность все-таки, чтобы хадж совершили первый раз. То есть больше людям дать возможность, которые первый раз совершают хадж. Это раз. А второе, ну, правила, которые там сегодня, к сожалению, диктуются тем направлением, как безопасность. То, что творится в мире. И попытки совершить там злодеяния, в том числе в таких святых местах, как и Мекка, и Медина, оно, конечно, сохраняется. А врагов все-таки много, которые в том числе и прикрываясь религией, даже в таких святых местах пытаются там совершить злодеяния. И власти Саудовской Аравии обязаны или вынуждены, и обязанности в том числе, конечно, обезопасить людей, не допустить вот этого. Поэтому заранее уже просматриваются. В том числе и наши спецслужбы будут просматривать, я сразу предупреждаю, это всегда было так, это тоже в правилах игры. И не только спецслужбы, в том числе и коммунальные службы, там, есть у тебя долги там, или там службы ЗАГСа там, по алиментам. То есть есть вещи, которые там определены для человека. Если ты выезжаешь за границу с долгами, то ты не выедешь.
Поэтому люди, конечно, должны быть к этому готовы. Это для них не новшество, это уже там должно быть как в порядке вещей. А вот то, что подать документы, мы привыкли все делать в последнюю очередь. Как будто мы ждем, что завтра там король Саудовской Аравии там, или еще кто-то там скажет, все бесплатно на хадж ездите. Такого не будет. Поэтому до 10 июня мы должны подать, а людям, конечно, надо постараться до конца мая всем успеть подать. Тот, кто успел, успел. Тот, кто не успел, мы уже не сможем повлиять на руководство Саудовской Аравии там, или там, на руководство по хаджу, не сможем повлиять. Поэтому я просил бы людей с пониманием к этому отнестись и побыстрее оформить документы и подать в комитет по хаджу свои документы. Ну, плюс еще один момент, там в разных местах появляются, в соцсетях, еще где-то альтернативные там якобы комитеты по хаджу, которые там формируют списки. Мы уже в прошлом году это говорили. Ну, не идите на поводу. У нас есть конкретно уже организованный комитет по хаджу, который этим занимается. И если в этом случае вас где-то кто-то обманет, мы в ответе за вас. А когда вы идете еще какой-то альтернативной группы, как в прошлом году было, потом эти же люди вынуждены были обратно вернуться уже сюда, чтобы успеть. И то мы еле-еле успели. То в этом году вот такой помощи вы не получите, потому что физически не успеем, с учетом тех требований, которые уже предъявляет Королевство Саудовской Аравии. Поэтому постарайтесь все эти комитеты по хаджу, вообще все, что связано с хаджем, у вас не должно быть никакой политики. Подайте документы, идите, получите свои положенные там преференции и езжайте на хадж. И не лезьте в другие схемы. Почему? Потому что оно может завтра обернуться для вас, опять же, неудачей. Это тоже просил бы обратить внимание. По всей республике прошел всероссийский субботник «Зеленая весна». Вы также приняли участие в этой акции, посадили деревья в Сунже. Судя по масштабности всех экологических мероприятий, проводимых в республике, можно сказать, что год экологии продолжается? Нет, год экологии, он продолжался или шел еще до того, как Владимир Владимирович Путин объявил прошлый год годом экологии. И он продолжается дальше. И Владимир Владимирович Путин об этом тоже говорил, что это же не заканчивается экология или там чистота, или там чистота помыслов на том, что вот протокольный год экологии закончился, все бросили лопаты, деревья, и больше никто ничего не делал. Нет, конечно. Я буквально там вчера утверждал даже в воскресенье план, сколько деревьев должно быть посажено в этом году. Это большое количество деревьев, более 30 тысяч деревьев во всех городах, во всех там селах, населенных пунктах. И участвую тоже в этом. Я чисто попутно с аэропорта уже заехал, посадил дерево, показывая этим самым, что надо стараться сажать деревья, а не рубить их. У нас есть, я уже там тоже выступая, говорил, там жители, которые ради того, чтобы полметра земли к себе там за забор к себе отхватить, присвоить, да? Он срубает деревья, насаждения, и это все делает. Поэтому, конечно, здесь и власти должны на местах жестко пресекать это, но и сами жители должны, как можно там, постоянно говоря про Всевышнего, там, совершая там все обряды религиозного содержания, при этом спокойно выходить там ночью там, с топором, там, рубить то дерево, которое якобы ему мешает жить. Значит, неправильно это же. Рано или поздно за это же спросят и с него, и с его семьи там, и так далее. Это же не я говорю, священнослужители об этом говорят. Поэтому надо беречь те насаждения, которые мы делаем, и беречь нашу природу. Тогда меньше будет и туберкулезных заболеваний, и онкологических заболеваний, и других заболеваний. Ну и республика будет краше, красивее и лучше. 21 апреля в России отметили День местного самоуправления. В 2009 году Ингушетия приняла закон о местном самоуправлении. Как вы считаете, насколько эта модель позволила гражданам республики улучшить качество жизни? В целом, местное самоуправление – это самое приближенное к человеку орган власти. И, конечно, этот орган должен максимально работать на людей, максимально делать все, чтобы люди себя чувствовали комфортно в селе, в городе. И если местное самоуправление работает там на должном уровне, то уже и глава республики, выше тем более, меньше получает жалоб там, или просьб, там, еще и так далее. Поэтому этот день он знаковый,
для и страны, и для республики, особенно для жителей. И здесь я, поздравляя там, с этим знаменательным днем, хотел бы еще раз обратить внимание руководителей местного самоуправления к тому, что они должны постоянно, день и ночь, быть с людьми. Не только на праздничных мероприятиях, особенно на тех мероприятиях, где проблемы. Я вот сегодня с утра тоже рассматривал там почту, жалобы людей, там, в Средних Ачулаках, там, по землям люди обращаются, в Плиево, по воде, там, еще где-то. То есть надо, чтобы местное самоуправление это видело само, вот эти проблемы. Когда проблема тоже приходит там с Государственной Думы письмо, помочь такому-то гражданину определить ребенка в школу в Магасе, ну, это абсурд. Абсурд. Ну, это не уровень Госдумы, не уровень главы республики, это уровень местного самоуправления, Министерства образования. И когда вот эти вот бездушные отношения к этим проблемам, кому-то кажется, да, это ерунда все. А эта ерунда потом в систему превращается. Тогда все ерунда получается. Все, что человек там, нахождение этого человека уже в должности, уже ерунда. Потом, конечно, каждый должен понимать, там, каждый должен за свое место отвечать. И мы сейчас тоже хотим ввести систему наказания и критерии оценки там, глав местных самоуправлений, муниципальных образований, чтобы каким-то образом прошевелить, заставить работать. Да, много есть надуманных причин, но, опять же, много есть реальных проблем людей, которые не решаются, которые могут быть решены на уровне местного, но не решаются. Поэтому, говоря о поздравлениях, я бы хотел настроить органы местного самоуправления, потому чтобы они все-таки постоянно были с людьми, вникали в их проблемы и решали бы эти проблемы. Самолет рейсом Магас-Внуково попал в ураган и провел в небе 3,5 часа. Следует отметить, что все пассажиры повели себя более чем достойно, ну а пилот чудом посадил воздушное судно в Домодедово. Как вы считаете, это чисто везение или высокий профессионализм пилота? Знаете, даже где Алкажды, Алхвастам был, Хамдош, Чартян. Везение – это одно. Я вот, когда говорят, там, пассажиры повели себя достойно, я даже не знаю, в таких случаях, как можно себя как-то по-другому повести, достойно сидеть, дал все, ты там не влияешь на ситуацию. Имеется в виду паники? Не вправо, даже хоть паникуй. Паника, она всегда только к худшему приводит. В таких случаях все полагается на профессионалов, то есть на пилотов, понятно, в первую очередь на Всевышнего. И Алхвастам был, то, что это не только наши пилоты, там, наши пассажиры, там, во всех регионах также люди себя так ведут. Да, кто-то более мнительно, может, не так воспринимает это все. Но то, что если наши пассажиры себя повели достойно, хорошо. И да, ураган Москвы коснулся и нас, вот и в виде вот этого случая. Очень хорошо, что пилоты повели себя более чем профессионально. Я дал сегодня поручение наградить пилотов почетными грамотами, сказать им спасибо, в том числе и руководству авиакомпании. И очень хорошо, что это все благополучно завершилось. Я думаю, что многие пассажиры в этом самолете думали так: сейчас приземлюсь, больше никогда в самолет не сяду. Но дорогие Алкарде, тоже ситуация такая, погодные условия. Поэтому хорошо, что все закончилось хорошо. Что ж, это были все вопросы. Благодарим вас за интервью. Уважаемые телезрители, вы смотрели еженедельное интервью главы Ингушетии Юнусбека Бамангиреевича Евкурова. Всего доброго.